Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю в этом году, самую первую рабочую неделю. И начинаем ее, конечно, в хорошей компании на НВК Саха Якутия 24. С вами Вероника Тамтосова, рада вас приветствовать. Надеюсь, день будет успешным, а для этого нужно оставаться вместе с нами. Что сегодня расскажем? Ну, как всегда, все самое интересное. Что читали наши дорогие телезрители и жители Якутии на зимних каникулах, где еще продолжается празднование Нового года и куда можно слетать, чтобы ваши каникулы продолжились. Конечно, что происходит в мире, что самое интересное, что нужно узнать о том, чтобы говорить правильно, наши постоянные рубрики, ну и, конечно, все самое позитивное, самое активное и самое настраивающее на рабочий лад. И я очень рада, что сегодня я не одна. Я в хорошей компании прекрасной дивы, оперной певицы Зинаиды Колодезниковой. Зинаида, доброе утро. Доброе утро, Вероника. Я очень рада вас приветствовать в первый рабочий день у нас в гостях. Я тоже очень волнуюсь, и, с другой стороны, ощущение радости, праздника. Ну, у нас тоже происходит от такой улыбки, просто не может быть праздника и радости. Видимо, новогодние каникулы прошли очень хорошо. Отлично, очень хорошо отдохнула. Как будто вот месяц отдыхала вот реально за эти праздники. Очень хорошо встретила Новый год. Оказывается, вообще мне больше нравится предвкушение праздника. Сама подготовка, подбирать подарки и, конечно же, общение с самыми близкими людьми. Ну, а как погода не испортила праздничные настроения? Нет, очень даже бодренько. 1 января, я помню, очень ясный день был. И даже я прогулялась, походила по красивым местам нашего города, сфотографировалась. Очень даже хорошо. Ну, понятно. В общем, главное настрой, и никакая погода этому не помеха. Кстати, надо отметить, что у нас сегодня мы немножко к мифологии обратимся. Так, согласно якутским поверьям, минувшим днем, 8 января, заострился кончик второго рога у быка холода. Как вы уже заметили, мороз начал набирать полную силу. Это говорит о том, что скоро начнутся крещенские морозы. А какая погода сегодня у нас, узнаем прямо сейчас. На юге и юго-западе республики, в Колым-Андигирской группе районов, ночью местами на западе центральных районов небольшой снег. На остальной территории Якутии преимущественно без осадков, местами в населенных пунктах морозный туман. Ветер по арктическому побережью в порывах ночью до 15-18 метров в секунду, днем до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 42, минус 47 градусов, на востоке ночью 46-51 градус мороза. В Маямиконе 51-56 ниже нуля, днем минус 41-46. На юго-западе ночью и днем на западе минус 32, минус 37, а при снеге на юге минус 25, минус 30. Днем на юго-западе минус 17, минус 22 градуса. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра составила минус 47 градусов. Ветра не было. Днем обещают температуру минус 44, минус 46. Уважаемые родители города Якутска, обратите внимание, что сегодня актированный день с 1 по 5 класс. Ну, а прямо сейчас мы приготовили последние новости. В первый рабочий день это очень важно. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Доходная часть государственного бюджета республики на 2024 год составит 302 миллиарда 617 миллионов рублей. Основная задача сформированного проекта нового трехлетнего бюджета Якутии остается неизменной – обеспечить реализацию национальных целей и стратегических задач развития региона. Бюджет республики сохранит социальную направленность. Так, в Якутии на 2024 год минимальный размер оплаты труда с применением районных коэффициентов и процентной надбавки составит до 53 878 рублей в месяц. Кроме того, будет произведена индексация фондов оплаты труда прочих категорий работников бюджетной сферы Якутии, которые не попадают под действие майских указов президента, исходя из индекса в размере 5,5%.
В районном центре Жиганского национального и Винкийского района открылся новый торговый и логистический центр. Он 8-й по счету и так же, как и все построенные до этого центры, оснащен современным оборудованием, овощехранилищем, морозильными камерами, теплым и холодным складами и просторным торговым залом. Местные жители отметили, что новый объект позволит круглый год обеспечивать население овощами и фруктами и продуктами питания по доступным ценам. Всего за последние 2 года в Якутии созданы и введены 8 торгово-логистических центров. До конца 2025 года такие центры появятся во всех 13 арктических районах Якутии. Чтобы избежать большого числа пожаров от неправильного использования пиротехники и различных елочных украшений, инспекторы пожарного надзора ежедневно проводят рейды в деревянном жилфонде города. С начала этого года в Якутске и его пригородах зарегистрировано уже десятки пожаров. Чтобы снизить эту статистику, сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с жителями и напоминают о мерах предосторожности. Раздают и памятки, в которых подробно расписаны действия при возникновении пожара. Новогодние праздники 2024 года всего в городе Якутске зарегистрировано 16 пожаров. Аналогичный период прошлого года зарегистрировано 15. Профилактические мероприятия проводятся каждый год в новогодние праздники в жилых многоквартирных домах. Проводим беседы с людьми, вручаем памятки. Всех жильцов города Якутска ОНД и ПР по городу Якутску предупреждает о соблюдении требований пожарной безопасности в быту. Архиерейская елка собрала юных зрителей в Большом зале Якутской духовной семинарии. Она уже много лет является символом заботы и внимания к тем, кто больше всего в этом нуждается. Мероприятие проходит в рамках 11-го рождественского фестиваля искусств. С праздничной программой выступили солисты и симфонический хор Государственной филармонии Якутии, Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» и учащиеся театрального отделения детской школы искусств номер 1 города Якутска. Впервые участвую на данном фестивале. И подарить детям праздник, исполнив нашего великого композитора, музыку нашего великого композитора Петра Ильича Чайковского. Будут номера из балета «Щелкунчик». Вот это большая ответственность и большое счастье вообще видеть радостные лица. Да, есть такой момент, что у детей, естественно, время внимания, оно гораздо меньше, чем у взрослого слушателя. Поэтому мы подобрали специально такие номера, которые не занимали бы там одно произведение, например, не занимает больше 2 минут. Ну а холод нам нипочем, мы начинаем новую трудовую неделю, и прятаться от холода никто не собирается. И вот как раз у нас сегодня в гостях Сергей Захленюк, это преподаватель Малой академии наук, замечательный преподаватель, не первый раз уже в республике. Да, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вообще, я сам с Калининградской области. Наверное, я тот человек, который давно работает в системе образования. Работал в Центре выявления одаренных детей, такой же, как и, в принципе, здесь Малой академии наук. Вот, занимался, в принципе, креативными индустриями, медиасферы, продвижение, снятие кино, короткометражных фильмов. То есть мы сами снимали и делали образовательные программы для детей. Ну и в целом, наверное, поднимали такой, скажем так, высокий уровень научно-исследовательских проектов, то есть в области проектной деятельности. Вот, и сюда вот приехал тоже помогать, скажем так, Малой академии наук в этой креативной индустрии, ну и научно-исследовательских проектах. Вот как ведь выглядит научно-практическая конференция в области кинематографа? Просто очень интересно. Ну, вообще, в принципе, научно-исследовательская проектная деятельность, она решает какую-то определенную проблему. Это может быть, в принципе, любая сфера, тоже и креативная индустрия, это может быть промышленность, это может быть и, не знаю, там даже какая-то финансовая потребность. Вот. Самое главное — найти проблему и дать ей просто конкретное решение. Вот и как раз-таки любые школьники, они решают все разные проблемы, предлагают ее решение, и уже, собственно, эксперты ее оценивают и понимают. Это хорошая идея, можно ее взять либо в оборот, может быть, ее нужно как-то изменить, либо что-то там доработать. Ну, вы уже как-то оценили наших школьников в области креативных направлений? Ну, допустим, здесь вот был, когда в октябре месяце приезжали вот на проект «Киномания», дети делали короткометражное кино, могу сказать, что развитие очень достаточно такое интенсивное, то есть у них есть понимание, что такое короткометражное кино, да, как снимать кино.
Просто, наверное, здесь нужно больше давать практического опыта и понимать, да, уже как-то выходить, наверное, на какие-то такие большие успехи, на какой-то уже, наверное, более всероссийский уровень, потому что, на самом деле, якутское кино, оно такое очень заразительное и очень такое, ну, скажем так, обширное. Поэтому, да, это можно будет много чего сделать, в принципе, в этой сфере. Отлично. А, Сергей, а как вы пришли вот к своей профессии? Ой, на самом деле это было очень странно. Я вообще, в принципе, тот человек, который попробовал много чего. Я и сначала учился на медицинском, потом учился на географическом университете, да. И потом в какой-то момент просто приехал работать в этот центр, который там вот есть в Калининграде. Ну и как-то меня это все захватило, закрутило. Я решил остаться и вот, наверное, пробовал первые 3 года. И потом уже пришел вот работать в штат, и как-то вся эта сфера кино заинтересовала. И мы самую первую смену вообще по кино сделали в 2017 году. Глаза боялись, вообще все было страшно, но потом как-то это все, наверное, как-то в какие-то рельсы встали, и мы пошли и поехали, и все было хорошо. Ну и самый такой захватывающий для вас проект, который вы реализовали сейчас? На самом деле, для меня лично была такая победа, мы в 2021 году сделали вообще, в принципе, региональный кинофестиваль для детей, потому что как бы у нас есть тоже понятие кино, но в основном это такие, как понятие киноребейтов, то есть приезжают сторонние компании, снимают и могут там восстановить какую-то часть бюджета ну, на затраченные съемки. В основном мы снимали военные сериалы, военные фильмы, ну то есть вот в этой области. А у нас очень было много креативных подростков, которые тоже хотели показать свое творчество. Вот, и мы сделали как раз-таки, ну, то есть, скажем так, региональный фестиваль, вот, да, и который, собственно, помог, наверное, да, раскрыть какие-то, наверное, глаза правительству Калининградской области о том, что у нас есть очень много креативных ребят. А какие темы выбирают дети сейчас? На самом деле очень много моральные, наверное, какие-то принципы, какие-то вот, ну, такие нравственные цели, вот, духовное какое-то воспитание, вот им прям как-то больше присуще это сейчас. Ну, это они, наверное, хотят рассказать, да, поделиться, они хотят, наверное, кричать всему миру, что вот есть такие проблемы, вот мы знаем, что у нас есть тоже свой опыт, мы хотим передать этот опыт. Как вы считаете, что это дает детям? Участие вот в таких проектах, реализация себя в кинематографе? Ну, вообще, в принципе, в любой деятельности, даже там в кинематографе, в научно-исследовательских проектах, наверное, это такой важный плюс — заявить о себе, да, рассказать о себе, потому что если ребенок сможет рассказать о своем видении, да, возможно, это как бы видение поможет в будущем для реализации каких-то важных, амбициозных целей, потому что сейчас подростки очень амбициозные, и их нужно поддерживать, им нужно помогать в этом. Ну и, наверное, мне кажется, что сейчас подростки очень креативны, даже креативнее, чем уже я. Я уже понимаю, что для них это тоже такое, скажем так, наверное, выход из зоны комфорта, ну, как-то по-другому все реализовать и как-то по-другому преподнести себя. Ну, тот же самый проект, либо кино, да, на какое-то свое видение. Очень интересно. Очень, да. А что-то у нас вы подчеркнули, вот вы же второй раз Ой. приезжаете, может, что-то, какую-то идею, может, даже у нас решили что-то снять? Ну, на самом деле, да, здесь очень много что нужно снимать, и я понимаю, что, во-первых, здесь очень замечательная природа, здесь очень можно много снимать разных каких-нибудь кинематографичных фильмов, ну, которые будут очень так красиво захватывать дух, скажем так, да. Есть идея, конечно же, сделать большой фестиваль, и я понимаю, что, наверное, в Якутии это единственный регион, который является, наверное, ну, среди всех наград, да, который, ну, прям занимает первое, наверное, лидирующее место по каким-то таким весомым заслугам, скажем так, да, в области кино. Но можно сделать, в принципе, про все кино. Вот, как говорила Анна, ну, как говорит и постоянно Анна Ричардовна, это которая вот мы с ней работаем, это режиссер программы «Умники и умницы» на федеральном канале. Вот, она всегда говорит, что кино можно снимать и всего, а мне кажется, в Якутии можно снимать вообще про все. Ну, есть, а наши дети, они участвуют в фестивалях? Есть такое? Да, конечно же. Вот в фестивалях участвуют. У нас вот была вот киномания в октябре, и уже, в принципе, ребята уже успели поучаствовать в конкурсах, уже там получили результат уже заслуженные, там, скажем так, призовые. Откройте нам секрет. А сейчас-то вы с какой целью приехали? Ну, я сейчас вообще приехал помогать Малой академии наук, вот этому региональному центру, который выявляет одаренных детей.
людей, наверное, помогать это все как-то реализовывать и выходить на более высокий уровень, да, там, скажем, больше, наверное, на всероссийский уровень, потому что много что проходит в регионе, мало что знает, условно, Россия, да, и вот моя задача, наверное, вот такая миссия — помочь это как-то все реализовать в большом масштабе. Очень хорошо, да? Ну, ждем результатов, да, ждем. Оказывается, у нас одаренные дети рядом совсем. Очень много возможностей. Ну, спасибо большое, что пришли в гости. Ну и пару пожеланий нашим телезрителям. Наверное, хочу пожелать, никогда не бойтесь, все будет реализовано, ваша идея, она всегда будет сильная, и только нужно в нее верить. Все будет получаться. Спасибо большое. Интересно, вы узнали, вообще каждый день он оказывается такой насыщенный. Кстати, хотела спросить, а вот Новый год — это, безусловно, любимый праздник для всех, но, может быть, у тебя есть какой-то особенный праздник, ценный именно для тебя? Особенный праздник — это, конечно, преддверие. Самый весенний праздник — это 8 марта, а самый такой прямо долгожданный праздник для меня, ну и для многих наших жителей, это день солнцестояния летнего. Ну, теперь мы знаем, что нам точно нужно к 8 марта тебе подарить цветы, раз это твой любимый праздник. Ну, а какие знаменательные события сегодня, узнаем из нашей постоянной рубрики. Сегодня в мире отмечают Международный день хореографов. Это праздник посвящен тем людям, которые бережно хранят и приумножают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей. По народному календарю отмечают Степанов день. На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договоры с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц. «Степанов день пастуха год кормит». Кроме пастухов, в Степанов день чествовали и лошадей, и их было принято поить из серебряной посуды, если она была в доме. Также по углам двора ставили осиновые колья, чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву. Продолжались святки, время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая. В народе говорили: «Пришел Степан, на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шел снег, это предвещало ненастье и мокрую погоду. Это день в истории. 1702. В ходе Северной войны состоялась битва при Эрстфере. В сражении сошлись русская и шведская армия. Россия одержала победу. Это была первая крупная победа русских над шведами в этой войне. 1769. В России введены первые бумажные деньги – ассигнации. 1792. Между Россией и Османской империей был заключен Ясский мирный договор, который положил конец русско-турецкой войне 1787-1791 годов. 1873 год. Умер Шарль Луи Наполеон Бонапарт, Наполеон III, первый президент Французской республики. Придя к власти мирным путем, постепенно установил в стране авторитарный режим. В 1877 году организовано Всероссийское театральное общество. Сегодня это Союз театральных деятелей России. 2009 год. Вертолет Ми-177 авиакомпании «Газпромавиа» потерпел крушение на Алтае, столкнувшись с горой при попытке захода для выполнения зависания. В результате катастрофы вертолет был полностью разрушен, из 11 человек, находившихся на борту, выжили 4. В этот день родились. В 1797 году появился на свет Фердинанд Федор Петрович Врангель, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь. Его именем назван ряд географических пунктов Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также поселок в Приморском крае. В 1859 году родился Петр Петрович Кащенко, известный русский врач-психиатр и общественный деятель, автор множества статей по психиатрии и организации психиатрической помощи. Организатор и председатель первого в России Центрального статистического бюро для учета психических больных. В 1878 году родился Джон Бродес Уотсон, американский психолог, известен прежде всего как основатель бихевиоризма, одной из наиболее распространенных теорий в западной психологии XX века. В 1915 году занимал пост президента Американской психологической ассоциации.
В 1982 году родилась Марина Барашкова, режиссер образовательных программ студии «Сергалях» в начале 2000-х, режиссер сериалов НВК «Саха», «Джуланджила», «Кыргыттар», «Джоллох болох», «Олох оңочото». Именины в этот день отмечают Антонина, Степан, Тихон и Федор. Ну, конечно, богатый день на разные события. Скажи, пожалуйста, ты бы хотела, чтобы, не знаю, зимние праздники длились там недели 3? Недели 3, но недели 3 это много. А так хотелось бы, чтобы всегда было вот такое предпраздничное настроение в душе. Ну, то есть главное сохранить, чтобы праздник был каждый день, как у тебя, прям с шикарной улыбкой. Я сегодня отмечаю, просто смотрите, вот как надо улыбаться, чтобы настроение было прекрасным. Ну, а, кстати, в некоторых уголках нашей страны праздники продолжаются. Так, сказочный ледовый каток привлекает сотни гостей на курортах под Санкт-Петербургом. Дорожки петляют среди елей, украшенных гирляндами и подсветкой. Сюда приезжают отдохнуть и подышать лесным воздухом. Как отмечают посетители, здесь они заряжаются атмосферой праздника, Нового года и волшебства. Каток занимает площадь в 5500 квадратных метров, вот такой огромный, а выйти на него могут одновременно 1250 человек. Работает даже в плюсовую температуру. Мощная техника позволяет открывать ледовый аттракцион достаточно рано. Закрывается он тоже намного позже остальных катков Санкт-Петербурга. Руководство курорта говорит, что прислушивается к пожеланиям гостей, поэтому проект постоянно совершенствуется, меняется подсветка, и каждый год добавляется что-то новое и интересное. Так что каждый год приезжайте как в новый комплекс. А вот в Германии присутствует чувство волшебства. Может, какое-то приятное детское чувство. И когда я наблюдаю за гостями, которые уезжают с курорта, которые делятся своими впечатлениями, это впечатление, как будто взрослые люди попали в детство. И почему нет? Это те прекрасные эмоции, которые мне нужны. Здесь новогоднее настроение, здесь огоньки, здесь необычный формат катка. Да. Нигде не видела таких подсветок деревьев, правда, это очень красиво. Вот. Стоит сюда вернуться, точно. Сам по себе каток, он довольно обширный, большой, есть где разогнаться, есть где покататься, вот поэтому как будто бы все это привлекает к себе, завораживает. От городской суеты отдыхаем. А вот в Германии 20 закаленных моржей заходят в озеро Оранке в Берлине. Это традиционное купание посвящено Рождеству. Местные пловцы называют себя берлинскими тюленями. В этом году пловцам не приходится ломать лед, чтобы зайти в озеро. На улице плюс 12, и вода довольно теплая. Клуб «Берлинские тюлени» существует уже 43 года. В нем состоят почти 160 человек. Самому молодому моржу 12 лет, самому пожилому почти 90. Пловцы готовятся к рождественскому купанию с середины сентября. Собираются на озере каждое воскресенье. Впрочем, принимать ледяные ванны они продолжат до конца апреля. Ну, а нашим моржам там точно будет жарко, ведь наши местные моржи купаются в проруби даже в эти дни. Им никакие холода не страшны. Они готовятся окунуться даже в минус 50 для того, чтобы быть здоровыми и зарядиться бодростью. С нашими моржами пообщалась наша съемочная группа. Такими самодельными санями и теплым одеялом любители зимнего плавания на протоке реки Лены укрывают прорубь, чтобы вода не замерзла. Затем зачерпывают ледяную корку, и купель готова. Николай Сафронеев, руководитель и идейный вдохновитель якутских моржей, начинает день с ныряния в проруби. Вот уже 3 десятка лет. Те, кто купаются, они меньше болеют, и чувство страха исчезает. Потому что страх всегда сидит в голове у человека. А когда человек погружается в холодную воду, вот этот страх уходит. Бесстрашные якутские моржи считают, что закаливание водой помогает не только телу, но и способствует хорошему настроению. Вода отличная, она всегда отличная. Сегодня температура-то не 50, меньше, поэтому нам радость.
Сейчас в Якутске минус 42 градуса, и это, конечно, не минус 50, как обычно бывает зимой в Якутии. И при такой температуре не то, что раздетым бегать или окунаться в воду, но даже вот в теплой одежде мне сейчас довольно холодно и хочется сразу в тепло. Моржам России, привет! Деду Морозу, ура! Как утверждают моржи, водные процедуры зимой в таких экстремальных условиях – особое удовольствие. Не ощущение вот этой вот зябкости идет, а ощущение просто холода, да, и, наверное, адреналина. А после купания уже как-то свежесть по всему телу, ну, свежесть такая во рту появляется, ну, такие вот естественные ощущения. Закаливание – это прежде всего здоровье. Я занимаюсь очень много лет, 20 с лишним, и всем желаю здоровья. Якутская вода даже теплая, утверждают экстремалы, имеющие опыт морских зимних заплывов. В более южных регионах зимой вода холоднее, до -3, а у нас ниже 0 не опускается. Так что природа Якутии, несмотря на свою суровость, благоволит моржам и дарит крепкое здоровье. Ну а тем, кто только думает начать нырять в прорубь, совет от опытного моржа. Чтобы было желание огромное и начинать с лета разумно. Вот самый разумный подход такой. Так что сразу испытывать свой организм в -40 не стоит. Лучше начинать постепенно и, как говорят, во всем знать меру. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Смотришь на моржей, и как будто это так легко и просто, да? Ну, я бы пока еще не рискнула. А ты, Вероника? Ну, честно говоря, мне даже холодно смотреть было. С одной стороны, конечно, они такие бодрые, такие активные. Кажется, что окунулся, и правда, здоровье прибавилось. А вот с другой как-то страшновато. Да. Я вот как-то решилась, помню, обливаться весной, правда, это уже было, обливаться холодной водой на улице. Ну, в так целом, попытка все-таки была. Да, попытка была, в целом прошло неплохо. Ну, как-то я вот за спокойный вид отдыха, книжку почитать, дома на диване посидеть. Ну, это тоже очень даже уютно, да? Да, что такое уютное, зимнее, мне больше по душе. А какие книжки ты читала ну, в эти праздники выходные? На самом деле я собираю книжки про новогодние праздники, а также люблю детские сказки. Тоже вот есть новогодние издания, вот. Да, поэтому шикарно, конечно. Ну и в этом году мне сделали подарок. Я собираю также еще старые книжки. То есть не просто старые, а мини-книжки. То есть если вы видели книжку с ладошку, они часто встречаются, вот такие. То есть это и Суньцзы, это и Маркс, то есть у меня есть коллекции, ну и Библия, конечно, тоже такого формата у меня в 17-го. Это твое хобби тогда? Да, то есть 1700 какого-то года, сейчас не вспомню, вот такие старые книги, да, и в этом году моя коллекция на Новый год благодаря мужу обогатилась на 3 замечательных книги. Я уже их все пролистала, изучила, ну как-нибудь поделюсь с тобой. Ну а прямо сейчас, дорогие телезрители, наша постоянная рубрика «Книжная полка» вам тоже расскажут, что можно почитать. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» я бы хотела вас познакомить с рассказом известного русского писателя, публициста Владимира Галактионовича Короленко «Сон Макара» «Макар Тюль». Рассказ был переведен на якутский язык народным писателем Якутии Николаем Егоровичем Муртиновым Амма-Ачигая и был издан в 1934 году Гослит-издатом на основе латинской графики. Как известно, книги на якутском языке до 1940 года в основном издавались на основе латинской графики. «Сон Макара» является одним из лучших рассказов, ставший началом творческой карьеры писателя. Его Владимир Короленко написал, находясь в якутской ссылке. В Амге он прожил около 3 лет, и именно здесь он окончательно сложился и окреп как писатель и как личность. Изучив якутский язык, Владимир Короленко
мог свободно общаться с местным населением. Его случайная встреча с объякутившимся русским крестьянином Захаром Цыкуновым повернула его душу. Захар Цыкунов пел старинные предания о своем родном народе, делился своими нехитрыми взглядами на жизнь. И именно этот человек заставил писателя по-другому посмотреть на проблемы народа, что нашло отражение в рассказе «Сон Макара», принесший писателю мировую славу. Герой рассказа Короленко – это не просто прототип Захара Цыкунова, это целый собирательный образ, содержащий в себе много типичного и специфически характерного для якутского народа в целом. Свое повествование писатель облачил в необычную форму – сновидение. Здесь он рассказывает о драматической судьбе своего героя, который не смог реализовать свои способности в современной ему действительности. Писатель мастерски описал внутренний мир своего героя, став как бы на время им самим. Рассказ «Сон Макара» является жемчужиной среди якутских произведений. Эти книги вы можете найти в фондах Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Всем приятного чтения! Мне кажется, читать все равно любят все, потому что как с детства начал читать сказки с родителями, так и продолжаешь в будущем. Ну, это одна из наших домашних традиций. А вот скажи, пожалуйста, Зин, ты любишь что-нибудь, не знаю, гадать, например, на Рождество? На Рождество, я помню, мы со школы всегда гадали, даже специально вот в темный класс, в школе одни вот классом, все вот с друзьями собирались и гадали вот с книжкой. А сейчас у нас вот уже превращается в традицию. С подружкой мы собираемся, сидим в таком уютном местечке с планером и пишем вот на год вперед, какие мечты, цели, задачи. Скажи, Вот. пожалуйста, а где-то итоги твои можно почитать? Сбылись или нет? Ну, потому что сейчас все же в социальных сетях пишут, а у меня итоги года такие. Вот делали какой-нибудь пост о том, что сбылись, что написали или нет? Ну, особо я об этом не пишу, но это хорошая идея. Ну все, теперь мы ждем пост о том, сбылись ли прошлогодние мечты, идеи, которые вы с подругой записали. Отлично, хорошо, когда успеваешь подкидывать интересные идеи, а потом можно посмотреть влог, что же сбылось или нет. Ну а, кстати, как уже было сказано, в рубрике «Даты и события» у православных продолжаются святки. А кроме того, 9 января верующие чтут память Стефана, первого христианского мученика, происходившего из еврейской диаспоры. В народе этот день прозвали Стефанов или Степанов. Издревле люди верили, что святой Стефан приносит в дом и изобилие, и денежный достаток, и именно об этом шли в церковь молить мученика. А обряды и гадания, проведенные в период святок, считались наиболее эффективными. Помимо молитвы, в храме на Стефана принято было проводить дома несложные обряды по привлечению денег и достатка. Так женщины в этот день желают богатства, здоровья детям и другим родственникам. Можно также сделать денежную шкатулку, которая будет привлекать финансы в дом в течение всего года. Рекомендуют также весь день сжечь в доме специальные палочки с ароматом корицы и ванили. Считается, что эти запахи привлекают денежную энергию. Можно также в этот день гадать на замужество. Например, произвольную горсть семечек высыпать на стол, а потом посчитать зернышки парами. Если одно из них останется без пары, значит, на скорое замужество рассчитывать не стоит. Также в этот день снятся сны, предупреждения, которые говорят вам о тех проблемах и трудностях, которые могут возникнуть в вашей жизни в течение года. Ну, интересные такие рекомендации, мне кажется. Я, конечно, никогда не придерживалась, вот с гаданием тоже не была связана, но вот теперь есть желание попробовать, потому что вот прям заразительный пример. Да, мне кажется, тоже прямо хотелось корицу сжечь. И видеоряд такой интересный, я так посмотрела, думаю, надо что-нибудь провести.
Скажи, пожалуйста, а в детстве ты на утренниках была принцессой, снежинкой? Или какой-нибудь сказочный? Знаешь, я очень интересный человек, оказывается, очень даже театральный, постановочный. Постановочной была уже с детства, с детского садика. У меня очень мало даже вот фотографий, где я снежинка, принцесса. Я, например, ночью была и деревом, а это, оказывается, шло от моего репертуара, который я выбирала. Ничего себе! Ну, ночью я тебя представить такой королевой еще могу, а вот дерево, мне как-то даже... Это какой же театральный потенциал должен быть у ребенка, чтобы он согласился быть деревом? Это же надо было сыграть, еще костюм придумать. Но... Это мне папа такой сделал, вот такой вот картонкой, вот так вот сделал. Я даже не смогла там спуститься по лестнице, меня вот так брали и вот так вот спускали. Ну, ты, наверное, была самая симпатичная. А потому что я пела про дерево на якутском языке. Ну то есть понятно. Это была будущая дива, которая даже в костюме дерева шикарно что-то исполняла. Теперь нам стало все понятно. Ну, а в нашей сегодняшней рубрике «Говорим правильно» мы разберем, получается, еще одного сказочного персонажа, происхождение слова «Кощей». Доброе утро, дорогие телезрители! И еще один сказочный персонаж. Сегодня настал черед Кощея Бессмертного. Это слово «Кощей», по мнению ученых, еще в XII веке встречается в древнерусских летописях, в таких как Ипатьевская летопись. А еще она встречается в значении невольник, раб в слове о полку Игореве. В этом произведении древнерусской литературы оно встречается 2 раза. Но надо сказать, что это слово имеет тюркское происхождение и обозначает как раз в тюркском языке невольник. В свою очередь, это слово было образовано от слова «кош», что обозначает лагерь, стан или обоз. В русском языке такое слово нам, наверное, знакомо по имени кошевой. Кошевой – это начальник стана или обоза. А еще Макс Фасмер, который является автором этимологического словаря русского языка, утверждает, что Кощей, как обозначение худого очень человека, Кощей бессмертный, да, мы так часто называем еще их очень худого человека, излишне худого человека, образовано от слова «кость», и оно уже имеет древнерусское происхождение, поэтому никакого отношения к тюркскому уже не имеет. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Вот посмотрела сюжет, и я вспомнила, что у нас тоже в репертуаре в нашем театре есть опера «Кощей Бессмертный» Римского-Корсакова, но он не совсем детский, очень такая сложная музыка, я бы сказала, и я исполняла роль, пела партию Кощеевны, и такая у нас была в постановке очень красивая Кощеевна, в стразах, волосы такие, мне вот помню, красили, брызгали. Очень такая интересная работа была. То есть получился такой новогодний образ? Ну, почти, да. Ну, шикарно. Жалею, что не посмотрела. Теперь обязательно это сделаю. Ходи, обязательно. А наши телезрители, вот сейчас мы прямо узнаем, что же они, ну, правда, не смотреть, а читать любят на новогодних праздниках. А сейчас мы узнаем, какие книги читают якутяне в новогодние дни, чтобы наполниться настроением. Может быть, что-то перечитывают, может быть, давно откладывали и сейчас, наконец-то, могут взять книжку и прочитать ее с удовольствием. Погнали! Пожалуйста, какую книгу вы будете читать в новогодние каникулы? Есть ли такая книга? Так, у меня только в голову приходят такие грустные рассказы по типу «Мальчик у Христа на елке». Ну, почему бы и нет? Да. Это вам дает новогоднее настроение, да? Я студент медицинского, я буду читать медицинскую литературу. Отлично. Манху. Манху? Да. А вы? Ну, тоже. Тоже? Комиксы. Комиксы. Все, спасибо. Национальная библиотека. Скажите, пожалуйста, что вы будете читать в новогодние праздники? Рождественский бульон, по-моему. Да, куриный бульон. Куриный бульон. Ну, я бы хотел Дюну почитать, но все никак не доберусь до нее. Фрэнка Герберта, да? Да. Игра престолов. Гарри Поттера. Стивен Кинг, «Бессонница». К последнему морю про Чингисхана. Есть якутская книга, называется «Тулая Хо».
Вот его хочу давно прочитать. Я бы хотела почитать классическую якутскую литературу только. Какую книгу вы будете читать в новогодние дни? Муму-1 и Муму-2. Муму-2 не существует, читайте Муму-1. А я Гарри Поттер. Гарри Поттер. Все, спасибо. «Самурай без меча» называется. Про Хидэёси. Мангу читаю, так и Титанов. Вот. Я так думаю, наверное, «Капитал» Карла Маркса. Мураками, отличный автор. Вы у него до этого что-то читали? Да. Какую? Наверное, «Норвежский лев», да? Да, и не только. «Человек-бензопилу». Что вы будете читать в новогодние каникулы? Гарри Поттер. Стивен Хокинг, «Теория всего». Ведь Новый год – это не только время чудес, это время взять любимую книгу или книгу, которую ты давно откладывал, и почитать ее под елкой, когда уже оливье закончилось, можно отдохнуть, и книга в этом отличный помощник. Любите жизнь, читайте книги. Михаил Соловьев, Максим Эверстов, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Раз уж мы начали говорить о новогодних таинствах и прочее, сейчас я хочу продолжить тему святочных гаданий и в целом о Танха. По якутским поверьям, в это время из проруби Нижнего мира выходят сюлюкюны, и выглядят они как черные чертики с копытцами на ногах. По мифам, являясь частью невидимого мира, они все про всех знают и могут даже повлиять на судьбу человека. И сегодня значимость этих дней для якутян и в целом для верующих мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Дархан Никифоров. Доброе утро. Доброе утро, Дархан. Доброе утро. Так, расскажите о себе. Ага, о себе. Ну, я являюсь потомственным шаманом, да, что в нашей республике является, скажем так, обычным делом. Да? Вот, потому что, обычным это все-таки как-то не очень. В шаманской среде это шаманский ген называется. Да. А у вас с папиной, с мамой? Со стороны матери. Скорее всего, многие, наверное, слышали ее, знают, это Таяна Афанасьевна. Вот, у нас этот, скажем так, потомственный шаманский ген передается уже много-много поколений. И про наших бабушек, дедушек написано в очень многих книгах. Вкратце как-то так. Я всегда думал, что это мимо меня пройдет, но не обошлось. Мне кажется, это все равно как-то, во-первых, это потомственно, это очень значимо для людей, это большая, наверное, ответственность. Да, ответственность есть, однозначно. А в целом, вот именно данный период, понятно, что для православных это рождественские святки, а вот в национальном направлении какое-то глобальное значение имеет этот период в году? Да, имеет. Здесь правильно сказано, единственное, что во время январских морозов тонкий мир, то есть астральный тонкий мир, он становится ближе. Как бы под воздействием холодов он продавливается вниз, и Аилар, или наши божества, становятся ближе к нам. Да? Танхахан — это на самом деле божество. Да? Божество 7-го яруса небес. Там находится Бельгехан, то есть божество, отвечает, которое за гадание, да, предсказание, Танхахан за изменение и Джилхахан за судьбу. То есть именно в это время удачнее всего проводятся обряды на очищение, на расширение дорог, на притяжение белой дороги. В общем, все самые, скажем так, астральные блага, которые можно сделать, удачнее всего совершать во время Танха. Через Танха можно повлиять на судьбу человека. А как вы поняли, что это ваше предназначение? Это как бы какой-то знак никак не пропустить этот момент, потому что любой шаман проходит период шаманской болезни, и там, когда начинаются эти процессы, человек уже рассказывает духи, кем он будет, как он будет работать, с кем он будет работать, с какими божествами, сущностями. В общем, от А до Я полностью. Это довольно-таки понятный путь на самом деле, если разобраться, потому что в астральном плане ты находишься под очень чутким кураторством. То есть, если процессы начались, это неизбежно закончится тем или иным путем. Наверное, надо сказать, что мы очень рады, что все закончилось благополучно. Вот. Скажите, пожалуйста, кто-то верит, кто-то, может быть, не совсем, но как-то
себя обезопасить, защитить в этот период? Может быть, наоборот, что-то предпринять, чтобы жизнь сложилась более удачно? В каком-то ракурсе человек может самостоятельно? Да, элементарно процессы чистки это можно начать с дома, с окуривания дома, да, благовониями, очищение проводить через входную дверь, начинать и пройтись по всем углам. Вот. Потом открыть окна, проветрить. А ладушки — это тоже интересный вариант, потому что мы как бы... Нет, мы кормим сущность дома, это да, вот, домового, который защищает наш дом. Вот. Домовой как-то для восприятия проще, конечно. Да. А как понять, что ему это вот понравилось? Ну, если человек, хозяин дома, у хозяина дома есть канал через сны, да, он во сне придет и скажет, понравилось или нет, или что подправить в рецепте оладушек. Ну, спасибо большое за такие простые рекомендации, что пришли к нам. Я думаю, что многие задумались о важности, да, очищения дома. Какие-то небольшие пожелания нашим телезрителям? Так, ну, пожелаю быть в этом году бодрыми, быть спокойными, спокойно провести этот год, без лишней суеты. Спасибо большое за пожелания. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Ну, а далее, дорогие друзья, у нас новости. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В России увеличили размер господдержки на мероприятия по благоустройству сельских территорий. Максимальный размер государственной поддержки, который может быть выделен из федерального бюджета на реализацию одного проекта, увеличили с 2 до 3 миллионов рублей. Также увеличен минимальный размер субсидий, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству с 1 до 3 миллионов рублей. Решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий. Резидент технополиса Москва разработал универсальную роботизированную платформу на гусеничной базе, которую можно использовать в аварийных и спасательных операциях. Ее серийное производство планируют запустить во втором квартале этого года. Так, робот-спасатель имеет большую грузоподъемность при минимальных габаритах изделия, что позволяет работать в труднодоступных и труднопроходимых местах, а также локациях с высоким радиационным фоном или химическим загрязнением. На сегодня планируют испытать роботизированную платформу с нагрузкой 200 кг на специализированном полигоне. Жители Дальнего Востока отправили Почте России более 31 тысячи бесплатных посылок в зону специальной военной операции. Об этом сообщил директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Александр Трындин. Объем очень большой – 180 тонн. Это и личные отправки, очень много волонтерских сборов, достаточно объемных. Объем растет к новогодним праздникам, он еще увеличился, потому что даже в зоне боевых действий все хотят получить поздравления, подарок и что-то к новогоднему столу, отметил Трындин. Благодаря инфраструктуре организации каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. Почта России передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправление адресатам. В России продолжается череда православных праздников, связанных с Рождеством Христовым. Так, 8 января состоялся значимый церковный праздник для православных – Собор Пресвятой Богородицы. Архиепископ Якутский Ленский Роман совершил божественную литургию в Никольском храме Якутска. В этот день православная церковь отметила события, связанные с жизнью и служением Пресвятой Девы Марии. Это праздник одновременно радости, воспоминания всех сложностей, трудностей, которыми сопровождалось это событие, согласно евангельскому повествованию, да, что не было места младенцу Иисусу Христу в обычной гостинице, да, то есть вот умилительная картинка, которая у меня за спиной, да, вертеп рождественский, да, это была просто пещера, хлев, по большому счету.
С 9 января в Якутске стартует республиканская научная конференция «Конкурс молодых исследователей. Шаг в будущее». Конференция проводится с 1996 года и является самой значимой площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности школьников в Якутии. Конференции присвоено имя Владимира Петровича Ларионова, выдающегося ученого, внесшего вклад в развитие науки и техники в России и Республике, и популяризатора науки, организатора исследовательской деятельности школьников и молодежи. Самым популярным фильмом прошлого года в залах «Экстра-синема» стала кинолента «Лагут и Нюргугун» режиссера Константина Тимофеева. В отдельных селах его посмотрели большинство жителей. К примеру, в селе Апаны Намского улуса с населением в 1621 человек на 8 сеансов этого фильма сходили 1305 зрителей. Помимо социокультурных эффектов, показ фильма позволил местному Дому культуры собрать почти 400 тысяч рублей кассовых сборов от продажи билетов. Это дополнительный доход сельского клуба, а также вклад жителей села в финансовую поддержку якутского кинематографа. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. И новости у нас сегодня интересные, все приметы обсуждали. Скажи, пожалуйста, а ты в обычные такие вещи, как гороскоп, веришь? Да, я верю в восточный гороскоп. И буквально вот даже вчера читала на год, и у меня очень даже хороший прогноз, оптимистичный. Ну, я надеюсь, что все сбудется. А у тебя какой? Ну, я вообще родилась в год дракона, мне повезло, так что я рассчитываю, что это мой это год. Твой год. Да, значит. это мой год, и я надеюсь, что у меня тоже все будет удачно. Правда, гороскоп еще не прочитала, ну, займусь непременно этим сегодня. Ну, а, дорогие телезрители, прямо сейчас вы узнаете, что вам предсказывают звезды. Все. Овнам эта неделя принесет новые возможности для личностного роста. Возможно, вы столкнетесь с вызовами на работе, особенно в середине недели, но ваша решимость и энергия помогут преодолеть их. Тельцы. Тельцам эта неделя способствует глубокому размышлению и планированию. Это хорошее время для переоценки ваших целей и амбиций, особенно в профессиональной сфере. А также заботьтесь о своем здоровье, позволяя себе достаточно времени для отдыха и релаксации. Близнецы. Вас ожидают встречи и мероприятия, которые могут привести к интересным предложениям или новым знакомствам. На работе ваша креативность и способность к многозадачности будут высоко оценены. Раки. Раки почувствуют потребность в уединении и саморефлексии на этой неделе. Используйте это время для медитации и планирования будущего. В работе возможны некоторые задержки, но ваша интуиция поможет найти правильное решение. Львы. Львы обнаружат, что неделя наполнена энергией и возможностями для самовыражения. Это отличное время для начала новых проектов и творческих начинаний. На работе ваш энтузиазм и лидерские качества привлекут внимание. Девы. Для представителей знака Девы наступившая неделя обещает быть благоприятной для проведения анализа и организации своих дел. Вас ждет успех в решении сложных задач и проектов, особенно если будете внимательны к деталям. Ваше благополучие зависит от умения расслабляться и находить время для отдыха, так что не забывайте о заслуженном релаксе. Весы. Начните неделю с планирования и установления приоритетов, чтобы не упустить важные моменты. В работе ожидаются положительные изменения. Возможно, вам предложат новый проект или идею. Уделите внимание своему психологическому благополучию. Занимайтесь медитацией или релаксацией. Скорпионы. На этой неделе вас могут ждать вызовы, которые потребуют решительности и творческого подхода. Личные отношения принесут удовлетворение, если вы будете честны и открыты. Заботьтесь о своем здоровье, особенно оставляйте время для отдыха и восстановления. Стрельцы. Для стрельцов наступивший период станет благоприятным временем для обучения и расширения горизонтов. В сфере профессиональной деятельности ожидается успех при решении сложных задач и внедрении новых идей. Отведите время для физической активности и пребывания на свежем воздухе, чтобы поддерживать высокий уровень энергии. Козероги. Усердие и целеустремленность козерогов начнут приносить плоды на этой неделе. Особенно в работе, где ваши усилия будут замечены и оценены руководством. Возможны положительные изменения в карьере или начало новых проектов.
Водолеи. Водолеи почувствуют прилив творческой энергии и новых идей на этой неделе. Используйте это время для выражения себя и реализации креативных планов. Здоровье и благополучие улучшатся, если вы уделяете время релаксации и хобби. Рыбы. Рыбы обнаружат, что их эмпатия и интуиция помогут наладить важные отношения на этой неделе. Это хорошее время для общения с друзьями и семьей, а также для разрешения любых недопониманий. В работе ваши творческие идеи привлекут внимание, не бойтесь делиться своим видением. Ваше здоровье будет стабильным, если вы сохраните регулярный режим отдыха. Ну, довольно позитивный прогноз. Ну, а наш эфир медленно подходит к концу. Дина, скажи, тебе понравилось? Ну, было очень интересно. Это в первую очередь, конечно, общение с нашими гостями, с такими интересными людьми, личностями. И, конечно же, попробовать себя. Ну, а что сложнее, на сцене или у нас? Ну, на сцене уже какой-то опыт есть, а тут с телезрителями, конечно, надо уже набирать какой-то оборот. Ну, мы ждем тебя в следующий раз в гости. Ну, а нашим телезрителям хотим пожелать хорошего настроения, отличного начала рабочей недели и бодрости. Доброго утра. До новых встреч. Присоединяйтесь каждое утро вместе с нами, и неделя будет непременно удачной.